Аллах создал нас, дал нам средства к существованию и не оставил нас, предоставив самим себе. Он отправил к нам посланника, и тот, кто подчинится ему, войдет в рай, а тот, кто ослушается его, войдет в ад, в адский огонь. И доказательство этому, довод на это, слова Всевышнего: «Инна арсальна илейкум расулян шахидан алейкум». Мы послали к вам посланника в качестве свидетеля над вами. «Кама арсальна иля фирауна расуля». Так же, как отправили к фараону посланника. «Фааса фирауну расуль, фахазнаху ахзан вабиля». Но ослушался фараон посланника, и мы схватили его хваткой мучительной. Так это то, что автор сказал про первый вопрос. Что он говорит? Аллах создал нас, дал нам средства к существованию. Это все, о чем речь сейчас идет. О каком таухиде? О таухиде рубубия, таухиде господства. Что Аллах, Он есть единственный Господь, ар-Рабб. Он создатель единственный. Он единственный наделитель, разик. Он единственный управляющий всем. Он единственный устроитель. Он, который оживляет. Он, который умерщвляет. Если так, если Он единственный Господь, то есть если Он единственный Творец, субхану ва тааля, если Он единственный, кто наделяет, и кто управляет, и кто владеет, и кто оживляет, и умерщвляет, значит, Он единственный, кто заслуживает и чего? Поклонения Ему. Это правило очень важно. И очень часто в Коране Аллах субхану ва тааля приводит в качестве довода, аргумента вот этим вот мушрикам, которые поклоняются наряду с Аллахом кому-то еще, взывают наряду с Аллахом кому-то еще, посвящают обеты жертвоприношения кому-то наряду с Аллахом субхану ва тааля. Аллах приводит им в качестве аргумента, этим мушрикам, в качестве довода, что если вы признаете таухид ар-рубубия, что Аллах, Он единственный Господь, Творец, Создатель, тогда вы обязаны также признать и таухид ар-улухия, что Аллах, субхану ва тааля, Он единственный, кто заслуживает поклонения. Дальше автор говорит: и Аллах, будучи Творцом, будучи наделителем, будучи управителем, оживляющим, умерщвляющим, обладающим господством и прекрасными именами и высочайшими атрибутами, Аллах при этом по своей милости не оставил нас без присмотра. То есть вот так вот предоставлены мы сами себе. Живем без приказов каких-то от Аллаха, без запретов каких-то от Аллаха. Нет, нет такого. Аллах субхану ва тааля отправил к нам, позаботившись о нас, посланников, пророков, мир им благословения от Аллаха субхану ва тааля. И вот кто подчинится посланнику, плод этого — рай. Он войдет в рай, в райские сады, где он не испытает никаких мук, не испытает страха, не испытает печали. А кто ослушается посланника, тот войдет в ад. Да упасет Аллах субхану ва тааля. Тот, кто ослушался, тот отказался. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: вся моя умма войдет в рай, кроме тех, которые отказались. Субханаллах. Когда сподвижники услышали это, они удивились. Как это так? Ну, кто откажется от рая? Как может быть это? Отказ от рая. Пророк алейхиссалату вассалям объяснил: кто подчиняется мне, тот войдет в рай. А кто ослушивается, тот отказался. Вот он и есть отказавшийся от рая. Кто ослушивается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И автор дальше приводит, что здесь? Смотрите свои листочки. Автор приводит довод. Автор приводит доказательства на свои слова. Когда он сказал, что Аллах субхану ва тааля создал нас и наделил, но не оставил нас предоставленными самим себе, отправил нам посланника, автор приводит далиль. Как всегда, мы говорили с вами, обыкновение автора. Когда он что-то говорит, он обязательно подтверждает свои слова доводом. Чтобы приучить нас к следованию доводу, Корану, Сунне и по другим причинам. Какой довод приводит? Аят из Корана, в котором сказано, что Аллах субхану ва тааля отправил к нам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве свидетеля над нами. Так же, как до этого Аллах субхану ва тааля отправил к фараону посланника. Какого посланника? Мусу алейхиссалям. Муса алейхиссалям. Муса алейхиссалям передал фараону послание Аллаха субхану ва тааля, но фараон и его народ ослушались посланника.
не подчинились посланнику, и тогда схватили мы его, сказано, мучительной хваткой, то есть после уведомления, после предъявления довода, после этого только Аллах Субхану ва Тааля схватил фараона и его народ и подверг их мучительному наказанию, мучительной каре. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. И никого мы не наказывали, пока не посылали посланника. То есть пока не приходил от Аллаха довод. Через посланника Аллах никого не наказывал. Это очень важно. Фараона просто так Аллах Субхану ва Тааля взял и наказал? Нет. После того, как он был предупрежден. Пришло к нему уведомление только после этого. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Посланников, говорит Аллах, отправили посланников. Мубашширина мунзирина, благовествующими, то есть передающими благую весть, и увещевающими, то есть предупреждающими от наказания. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Чтобы не осталось у людей оправдания перед Аллахом, довода против Аллаха, после прихода посланников. Пришли посланники, все передали, и у тебя не осталось довода. Итак, в этом вопросе, в первом вопросе, что кратко изложено? Таухид, ар-рубубия и аль-асма ва-сифат. Таухид, господство, имен и атрибутов Аллах Субхану ва Тааля. Второй вопрос. О чем? Второй вопрос. Мы 3 вопроса с вами изучаем. Второй вопрос. Таухид аль-улухия. То есть, единственность Аллаха Субхану ва Тааля в чем? В праве на поклонение Ему, или иначе на религиозные действия рабов. Что говорит автор? Аллах недоволен. Это слова автора, смотрите, у вас там написано. Аллах недоволен, когда кто-либо приобщает к Нему равных в поклонении. Будь то приближенный ангел или отправленный пророк, или посланный пророк. Так Аллах недоволен, когда наряду с Ним кому-то еще поклоняются. Когда кого-то предаются товарищи Ему в поклонении, когда предают равных Ему в поклонении. Хоть это приближенный ангел, сам Джибриль, или Микаиль, или Исрафиль. Если даже человек поклоняется Джибрилю, или Исрафилю, или Микаилю, Аллах Субхану ва Тааля недоволен этим. Или это будет посланный пророк. Пусть это будет самый лучший из пророков, посланников Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Если кто-то поклоняется Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах недоволен этим. Итак, Аллах недоволен чем? Ширком. Ширком. Кого бы ни приобщали к Нему при этом, в поклонении. Сказано, Аллах недоволен, когда приобщают к Нему кого-то. Будь то ангелы, будь то праведники, будь то пророки, будь то правдивейшие, будь то шахиды, будь то джинны. Кто бы ни был, поклоняться никому наряду с Аллахом нельзя, Аллах этим недоволен. И дальше автор что? Приводит тоже доказательства на это предложение, на эти свои слова. На второй вопрос. Второй вопрос, то есть таухид аль-улухия. Какое доказательство приводит автор, рахималлаху тааля, из суры Аль-Джин? Из суры Аль-Джин. Это надо запомнить, иншаллаху тааля, по-арабски. Даже те, которые не учат по-арабски, я прошу, постарайтесь запомнить по-арабски. Это всего несколько слов. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Поистине, масаджид, мечети принадлежат Аллаху, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Так никому не поклоняйтесь, не взывайте наряду с Аллахом. Посмотрите. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. Поистине мечети принадлежат Аллаху. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Не обращайтесь с мольбами, с поклонением никому, кроме Аллаха. Ахада. Арабское слово ахада. Ахад это что? Куль ху Аллаху ахад. Ахад это что? Скажи, он Аллах единственный. Ахад это один, единственный. Так, слово ахада здесь. Немножко мы коснемся арабского языка. В арабском языке слова бывают в определенном состоянии и неопределенном состоянии. Неопределенное состояние накира, по-арабски, определенное состояние марифа. Что это значит? Например, у нас есть книга. Книга. По-арабски как книга? Китаб. Китаб. Да? Без артикля «аль». Это в неопределенном состоянии. То есть какая-то неизвестная книга. Когда «аль» добавляется, становится «аль-китаб», тогда уже речь идет о чем-то определенном, о какой-то определенной книге.
Так вот здесь слово ахада, смотрите, ахад. Оно с артиклем аль. Аль-ахад сказано. Нет. Ахад. В неопределенном состоянии. Правильно стоит? Без артикля. Вот это правило, что если какое-то слово стоит в таком неопределенном состоянии, без артикля аль, в каком-то предложении, где есть запрет, то это слово дает значение всеобщности, всеохватности. «Фаля тад'у ма'аллахи ахада». Не взывайте наряду с Аллахом ахада. Без определенного артикля. В каком контексте? Запрет. «Ля тад'у». Правильно? Запрещает Аллах Субхану. Дает, значит, слово ахада какое значение? Всеобщности. Значит, любой, кто кроме Аллаха Субхану ва Тааля, нельзя поклоняться ему. И когда кто-то, кто взывает к пророку, алейхиссалату вассалям, возле его могилы, когда ему говоришь нельзя, это ширк, он говорит, ширк это когда идолам поклоняются. А я прошу у самого посланника Аллаха, говорит он. Или идет на могилу какому-то святому и говорит, все эти запреты на ширк, это касались идолов, камней, которым поклонялись мушрики. А я тут святому человеку пришел, у него попросить. Мы скажем, «Фаля тад'у». Не взывай, ма'аллахи, наряду с Аллахом. Ахада. Неопределенное состояние в контексте запрета дает значение всеобщности. Никому, значит. И нет никакого исключения помимо Аллаха. Нет исключения. Ни ангелы, ни пророки, ни джинны, ни праведники, ни святые, ничто. Ни солнце, ни луна. Понятно? Это очень важно. Фаля тад'у ма'аллахи ахада. Дальше сказано, все мечети принадлежат Аллаху. Что значит все мечети принадлежат Аллаху? Аль-масаджид. Аль-масаджид, мечети. Множественное число слова масджид. Масджид. 3 значения есть у этого слова, о котором я спрошу, иншаллаху та'аля. Масаджид. Либо подразумевается мечеть, то есть возведенная мечеть. Здание. Для поклонения Аллаху Субхану Тааля, когда возводится мечеть. То есть вот эти вот возведенные мечети, возведенные для поклонения в них. Для кого они возведены? Для поклонения в них кому? Пророку, ангелам? Нет. Только Аллаху Субхану ва Тааля. «Ванна аль-масаджида лилля». Мечети принадлежат Аллаху. Только их возвели для того, чтобы в них поклонялись только Аллаху. Это первое значение слова масаджид. Какое? Вот эти вот возведенные мечети, в которых поклоняются люди. Здания. Второе аль-масаджид. Второе значение слова масаджид или масджид. Всякое место, где человек совершает намаз, где он совершает суджуд, называется масджид. Если мы решили сейчас вот здесь сделать намаз, это место будет называться, как являться для нас, мы возьмем его своим чем? Масджидом. Это второе значение слова масджид. Доказательство пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Джу'лятиль арду масджидан ва тахура». Вся земля сделана для меня масджидом, то есть местом, где делается намаз, суджуд, и чистой, очищающей. То есть мы землей берем чем? Что? Таеммум, да, мы берем, если нет воды. Итак, масджид, второе значение. Всякое место, которое человек взял для чего? Для совершения на нем намаза или суджуда, для совершения на нем поклонения. Понятно? Вот где бы ты ни делал суджуд, это будет масджид. Так вот, любой масджид, где бы ты ни делал суджуд, ради кого? Кому это принадлежит? Аллаху Субхану ва Тааля. Поклоняться только Аллаху. Это второе значение. Третье значение слова масджид. «Ванна аль-масаджида лилля». Поистине масаджид, мечети принадлежат Аллаху. Третье значение слова масджид — это те органы, на которые совершает человек суджуд. На какие 7 органов человек совершает суджуд? Кто скажет? Сколько их всего, этих органов? 7, машаллах. 7 органов. Вы сказали сначала что? Лоб и нос. Это как одно, да? То есть лицо. 2 колена. Это 3. Дальше.